Усиление террористической группировки ИГИЛ, захватившей часть территории Ирака и Сирии, не только дестабилизировало весь регион, но и раздуло пламя старых этнических расприй. Охваченный войной Ближний Восток представляет собой целый клубок проблем. Соединенные Штаты хотели бы смены сирийского режима Башара Асада. Его, в свою очередь, поддерживает Россия, открыто ведущая в Сирии боевые действия на стороне Асада. Параллельно вооруженные курдские отряды ведут и относительно успешно борьбу с боевиками ИГИЛ. Курды рассчитывают отбить у них территории, которые потенциально могли бы стать основой будущего курдского государства. Правительство Ирака, в свою очередь, боится усиления курдов, которые могут претендовать на свои исконные земли на севере страны. И, наконец, власти Турции, которая входит в НАТО, пытаются противостоять одновременно армии ИГИЛ и боевикам из Рабочей партии Курдистана, чтобы не потерять восточные территории, традиционно заселенные курдами. На фоне всего этого противостояния успех коалиции союзников в борьбе с исламским государством во многом зависит от политического выбора курдов. Однако кровавый теракт в Анкаре на прошлой неделе, в совершении которого турецкие власти обвиняют курдов, обострил отношения Турции с Америкой. Америка! Я спрашиваю Америку, сколько раз мне вам еще объяснять? Вы на нашей стороне? Или на стороне террористов из Рабочей партии Курдистана? Курдский вопрос возник давно, когда после развала Османской империи курды оказались разбросаны по разным странам. Запад целое столетие не уделял должного внимания вопросу о национальной принадлежности курдов. Похоже, что курды политически и экономически были не так важны для мирового сообщества, как другие народы Ближнего Востока. Но есть и другой аспект, отмечают политологи. Между курдскими общинами тоже отсутствует единство. Разрозненность отдельных племен приводит к тому, что зачастую каждая из них преследует свои политические цели. Однако ни одна из этих общин не хочет возвращаться к временам, когда почти во всех странах проживания курды подвергались дискриминации и репрессиям. Созданная курдами из Сирии партия «Демократический союз» сейчас выполняет роль временного правительства в сирийском Курдистане. В то же время рабочую партию Курдистана, имеющую вооруженное ополчение, союзники по НАТО, Турция и США считают террористической группировкой. Главный противник Анкары в Сирии — это режим Асада. Но второй серьезный противник — это партия «Демократический союз», которая де-факто является политической властью в Северной Сирии. Получается, что политические интересы Турции и США в Сирии расходятся. В таком историческо-политическом контексте сейчас, когда Ближний Восток погружается в пучину хаоса, курдские националистические движения могут стать или разрушительным, или позитивным фактором в региональных процессах, в зависимости от того, кто завоюет их доверие и станет их ближайшим союзником. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон.